Якутяне чтут память земляков. Делегация республики на днях побывала в Москве на могиле великого мыслителя народа Саха Алексея Елисеевича Кулаковского. Напомним, в январе этого года его стихотворение «Хамус» прозвучало с Международной космической станции. Все подробности далее. В декабре 1925 года Алексей Кулаковский выехал делегатом от Якутской ССР на первый тюркологический съезд, но по пути заболел. Его похоронили на Даниловском кладбище Москвы. С тех пор сюда приходят благодарные якутяне, чтобы почтить память своего земляка. А не так давно произошло очень важное событие. По инициативе Республики Саха и лично Афанасия Ноева произведение Кулаковского прозвучало в космическом пространстве. Сегодня очень знаменательный день и для нас, потомков Кулаковского, и для всей республики. Сегодня день рождения Алексея Елисеевича Кулаковского, 139 лет. И вдвойне радостно от того, что с нами Олег Дмитриевич Кононенко, человек, который довел произведение Алексея Елисеевича до космического пространства. Это было признание благодарности как Алексею Елисеевичу, гордости за него, признание благодарности Олегу Дмитриевичу, что он таким своим решением согласился прочитать произведение Алексея Елисеевича. С тех пор, как космонавт Олег Кононенко выполнил большую миссию Республики Саха, он стал близким другом Якутии. Я здесь не случайно, потому что томик Алексея Елисеевича Кулаковского был со мной на Международной космической станции в космосе. Я не открою большой тайны, сказав, что 2015 год был годом литературы. И вот благодаря Афанасию Ивановичу, Людмиле Ильясовне родился такой проект взять якутского классика в космос, что я и сделал. И хочу сказать, что с бортом Международной космической станции прозвучали два произведения. Это Лев Николаевич Толстой «Война и мир» и Алексея Елисеевича «Хамус». Проект Якутии можно считать уникальным, ведь на весь земной шар прозвучал якутский хамус знаменитого поэта и писателя Алексея Кулаковского. Павел Танин, Наталья Сазонова, Михаил Кулаков, НВК Саха, Москва.